Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшнего дня, иншаллах, мы постараемся ознакомить вас с правильным произношением суры Аль-Фатиха и правописанием суры Аль-Фатиха. И постараемся ознакомить вас, как следует правильно произносить каждую букву, чтобы не исказилась сура Аль-Фатиха. Как мы знаем, сура Фатиха играет очень важную роль в нашей повседневной жизни, и мы обязаны его произносить достойнейшим образом. Сегодняшняя наша тема – это первый аят суры Аль-Фатиха. Бисмиллахир рахманир рахим. Обратите внимание, в некоторых изданиях Корана при письме Бисмиллахир рахманир рахим и других аятов используются каллиграфические формы письма. На эти моменты не стоит обращать внимание, потому что они никакой роли для правильного произношения воздействия не оказывают. И поэтому буква Б, Би, Бис, Бис. Вот в некоторых Коранах вот эта буква Син растянута. Никакого влияния она не играет. Это просто буква Син. Бис. Потом, как мы прошли на позапрошлом уроке, лунные и солнечные буквы, правила произношения, мы применяем эти правила. Бис, миль. Перепрыгиваем сразу на букву лям. И автоматически аннулируется артикль, так как третья буква, солнечная буква. Бисмиллахи. Бисмиллахи. Идем дальше. Здесь у нас следует добавить маленькую вот эту, пропустили. Бисмиллахи. Обратите внимание, слово ар-Рахман, также солнечная буква, с знаком удвоения. И что это означает? Это означает, что мы переходим сразу на букву Ра. С последней огласовки впереди стоящего слова аннулируется произношение, аннулируется. Бисмиллахир-рах. Буква Х. Фрикативный звук, мягкий звук. Следует обратить внимание, что при произношении коранического текста нужно запасаться воздухом. И одним вздохом произнести целый отрывок, а в данном случае аят. Поэтому Бисмиллахир-рахмани. Рахмани. Ударение два счета. Рахмани. Рахмани. Переходим на третье и последнее слово. То же самое. Удвоенный знак. Это означает, что она солнечная буква Ра. Аннулируется артикль с алифом. И переходим на букву Ра. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Здесь при остановке, здесь у нас аят, первый аят, при остановке последняя огласовка аннулируется и переходит на сукун. Переходит на сукун. А удлинение у нас три варианта. Или 2 счета, или 4, или 6. То есть Бисмиллахир-рахманир-рахим. Это 2. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 4. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 6. По правилам 3 варианта. Какой вы выбрали? Вот какой из них вы будете выбирать, в дальнейшем на всех аятах придется применять вот ту меру удлинения, которую вы выбрали. Итак, первое, что следует обращать внимание. Набрать воздух. И на целый аят смотреть как один отрывок, которую нельзя разрывать. Потому что при вздохе и выдохе это правило произношения будет меняться, так как вздох или выдох при чтении означает остановка. И поэтому обращайте внимание,
чтобы на целый аят у вас запас воздуха достаточно было. И перед каждым произношением аята Бисмиллахир рахманир рахим. И все. И таким же образом последующие аяты. Еще раз напоминаем. Давайте пройдемте еще раз. Бисмиллахир рахманир рахим. Я надеюсь, я смог донести до вас, как правильно произносится первый аят из суры Аль-Фатиха. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.